прекрасные принцессы, сегодня в нашем королевстве состоится волшебный бал. Как же здорово, что в нашем замке пройдет настоящий бал! Очень много здесь маленьких принцесс, вот, и я хотела бы стать вообще принцессой, тоже как они, ну, и я хочу быть Золушкой. Золушка мне больше всех из принцесс нравится. Я прям точно считаю себя настоящей Золушкой. Сегодня, когда я бежала из гардероба, я уронила свою туфельку. И моя мама сказала: вот Золушка наша. Я сказала: ну вот, я сказала, что мне Золушка нравится, вот. Я про нее все фильмы посмотрела, все мультики. Праздник просто замечательный, мы в восторге. Мы первый раз приехали. Ну тут все так сделано, будто из золота, все так, будто это правда очень замок огромный. Мне здесь очень сильно понравилось. Я бы здесь даже жила, если бы это был замком. Мне понравилось, потому что тут красиво, все люди наряжены. Тут все очень красиво и чудесно. Я научилась танцевать вальс дома. Мне помогала мама танцевать. Мне мама подсказывала, как танцевать вальс. Наверное, вот девочкам важно надевать вот эту корону вот именно для того, чтобы почувствовать себя внутри вот какой-то значимой, почувствовать к себе внимание, любовь. Вот здесь, наверное, вот это она означает. Реально вот в замке, очень красиво здесь. Мне прям так здесь нравится. Неохота уезжать отсюда. Я хочу, похоже, быть на Золушку. Золушка хотела стать настоящей принцессой, а она чуть-чуть не смогла ей стать. Чтобы быть принцессой, надо платьишко, туфли, сережки, прическу, покрасить губы. Такого хочешь? Давай поближе сойди. Мы делаем причесочки, накладываем макияж, может быть, даже для некоторых раскроем образ. Поэтому спасибо за это великолепное мероприятие, то, что мы пришли, то, что вы нам доверили это мероприятие, потому что каждой девочке, которая и мамочка рядом с ней, они дают надежды, то, что весна пришла в город, доброта. Самое главное в жизни — это у меня мама. Ну, потому что она мама же моя, и вот я ее очень сильно люблю. Ну, у некоторых может быть что-нибудь такое другое. Ну, например, их самое главное — это здоровье, может быть.
Может быть богатство, а может быть счастье. Ну, я вообще не знаю, но у всех по-разному. Но у меня мама. Собираются люди со всей республики, да, с каждого района. Детишки, которые приезжают издалека, они остаются на ночь, встречаются, общаются, некоторые знакомятся друг с другом, получают и психологические различные тренинги, мамы получают, детишки учатся чему-то. Здравствуйте, проходите, добро пожаловать. Город Межгорье. И сопровождающий Альбина вообще любит спорт, лыжи. Каждый день почти катается. У нее мечта на соревнованиях участвовать. Но по состоянию здоровья она, конечно, не может. Ходит на кружки шитья, шьет, любит. Сейчас у нее в мыслях, вот мы, есть задумки модельные, тут хочет она, мы снимаемся много, фотографов вызываем. Ну, чуть-чуть у нее получается. Ну, а так, постоянно в больницах, ничего не могу сказать. Ждем всех, ждем всех. У вас не так, да, они заехали на территорию, 2 района. Сейчас спуститься, наверное. Ты пойдешь. Всех? За всех, да? За всех. Что, Дианчуринский, что ли, не берете? Дианчуринский тоже. Меня зовут Элина, я приехала с села Сангулово, но я очень долго ехала. И я думаю, что санаторий будет очень весело и интересно. Классно буду кормить, играть будем. Палаты будут классные. Я приехала из Белорецка. Не знаю, что ожидать, честно. Пока непонятно. Вот. Возможно, я с кем-нибудь познакомлюсь здесь. Здравствуйте, заходите. Здравствуйте. Заходите. Проходите, добро пожаловать. Город Завтра мне мама поможет сделать помпон. Мы сначала так хвостик поставим, потом поставим помпон. Мы будем украшать всякими вот помадой. Это, конечно, не такая уж красная, там, но я люблю вот такой цвет, потому что мне красная будет как обезьяна. Огромная становится. Из-за этого мне вот эту мама купила. Она очень помогает, даже немножко помогает, когда трещится. Вот эти сережки тоже вот к этому платью, а у меня такие, только другого цвета. Платье у меня бирюзовое. Вот, я захотела вот такое, потому что оно очень хорошо подходит к туфлям и к моему прическе и к сережкам. Такое яркое, будто ты как маленькая звезда голубая. У меня было 2 платья, был сложный очень выбор, но я взяла это, потому что в том году я одевала то. Искали мы очень долго платья, то все маленькие, то некоторые большие. Вот и нашли. Потом мы нашли туфли тоже под цвет моего платья. Ну, вот. Мама сказала, что мы едем на бал 6 марта. И я была счастливая. Мама сказала, выбирай платье, которое дома есть у нас. Я пошла в шкаф, стала смотреть платье, примерять. Какое-то не подошло, какое-то нет. А красное-белое подошло ко мне. Туфли стала выбирать. Подошло мне розовые туфли. Сказала, так красиво. Хочу быть похожей на Золушку.
И вот все вещи уже собрали, сели на машину и начали ехать. Очень долго, 4 часа ехали. Потом заехали в Уфу, увидели санаторий Зеленая Роща, было очень красиво. Оно очень большое было, территория огромная была. Подготовка, конечно же, масштабная. По сравнению с прошлым годом, в этом году было намного уже легче, так как мы уже некоторые моменты уже знали, как нужно сделать лучше, красиво, хорошо, качественно. Поэтому привлекали мы много служб, службы именно для развлечения детей. Участвовали у нас и кукольный театр, аниматоры «Апельсинка». Были организованы различные интересные, увлекательные мастер-классы для детей. И рисование, и изготавливали они фенечки, и украшения, и изготавливали открытки для своих мам. И они очень были довольны. Также им очень сильно понравилось аквагрим и катание на лошадях и на собачках. Я делаю открытку на 8 марта. Я буду клеить серединку. И буду делать листочки. Я рисую лепесточек. Я делаю открытку для своей сестры. Тут есть девочки, некоторые девочки, мальчики садятся на диван, и они, мальчики, девочки, рисуют портрет людей. И еще есть рисовать на лице вот такие узоры, показывать спектакли. Есть аниматоры, куклы О, принцессы, феи. Ну, на лице рисовать, потому что это красиво. Попугая я сама выбрала. Я выбрала попугая, потому что у меня дома у самой 2 попугая есть, поэтому я все время хочу попугая. Сейчас делают на лицо грим попугая. И нам показывали спектакль, там выступали волк. Я-то сразу разберу. Ваше Величество, Паша совсем голубенький, совсем крошечный. Он дикий, мамаша, дикий, понимаешь? Ваше Величество, ну, куда же я его такого маленького, такого беззащитного возьму? Ничего не знаю, твое дело. Остальное меня не касается. Умоляю, Ваше Величество. Вот до чего доводят твои полеты. Теперь ты понимаешь?
Сюда пригласили на бал маленьких принцесс. Ну, они тоже, как я, девочки. Ну, некоторые девочки не могут ходить. Вот. И они тоже приготовились, как и я, тоже, наверное, очень сильно были радостные и, наверное, очень сильно долго готовились к этому празднику. Она у нас родилась абсолютно здоровым ребенком, но когда ей было 3 года, ее сбил молодой мальчишка на автомобиле. У нас сильнейшая травма головы. И вот с 3 лет мы постоянно ездим по больницам. Дома практически не бываем, учиться тоже не можем. За год, если взять, грубо говоря, может, месяца 3 дома только бываем. Остальное все мы по разъездам. То там обследование, то дома болеем. Надежду врачи не дают. Так и будем всю жизнь мучиться. Хотелось бы, конечно, чтобы вылечилась. Она же девочка. Надо, чтобы и отучилась, и замуж ушла, и детей. За себя боюсь, что вдруг самой на нервной почве что-нибудь случится, и ее боюсь одну оставлять. Так, стараемся, лечим. Врачи хвалят, что хорошо лечим. Я с многими, с родителями разговариваю. Все равно многим тяжелее, чем мне. Потом дома задумываешься об этом, как вот столько у них терпения. Иногда думаю, я бы такого не вытерпела. Общаемся, разговариваемся. Потом со многими по несколько лет общаемся. Вот познакомились где-то, и дети общаются, и мы общаемся. Все равно позитив какой-то, друг друга поддерживаем. Я думаю, все дети одинаковые. Болеют они, не болеют они. Дети есть дети. Они должны вместе играть, вместе дружить, общаться, развиваться. И я думаю, не должно быть ограничений, чтобы этот ребенок больной, этот здоровый. Детство бывает один раз. Полина, не убегай, сядь, иди. Полина, сядь, сядь. Не любит сниматься на камеру. Прячется, что ли? Прячется, да. Спрятался. Время настало фото сделать. Сейчас покажу, как могу зажигать. Хочу, чтобы все здесь были здоровы. Зарядки от волны сегодня готовы. Вертим в стороны головой. Всех поздравляем своей красотой. Ручки и ножки сейчас разминаем. Крутую зарядку, аплод начинаем. Ну, это приглашение я расцениваю как подарок, наверное, потому что это было неожиданно. Вот для меня, конкретно для меня это было очень неожиданно и приятно. Я живу в Белорецке, это, в принципе, небольшой город, и такие мероприятия для нас это редко, но я стараюсь выезжать. Но опять же, я занимаюсь танцами, и вот соревнования и выступления, они как-то схожи чем-то с этим балом, вот, и поэтому я немножко так уже знакома с этой атмосферой. Я занимаюсь танцами на колясках. Я узнала о этом спорте от своей подруги. Мы были в одном центре на реабилитации, и она занималась этими танцами уже, но мы были в разных городах. Я подумала, как вот хорошо, как, наверное, ей интересно этим заниматься. И спустя несколько месяцев этот спорт появляется у нас. И как-то вот так я, не раздумывая, сразу пошла туда. Я изначально вообще всегда только ходила. На коляску я села, но года 3, может быть, назад, потому что танцы начались, и
поездки, где без коляски просто нет никак. А так я всегда ходила на костылях с детства, на костылях за руку, с опорой. В обычную школу я пошла, потому что мне было неинтересно сидеть дома. Мне хотелось общаться. Вот. И как-то так я хожу с помощью мамы в школу. Но на коляске я не езжу, потому что нет возможности. Школа 4-этажная, и одноклассники выручают. И, в принципе, отношения с ними очень хорошие. Это проект, который раскрывает сердца, раскрывает, наверное, сердца и тех, кто принимает участие, и тех, кто организовывает. Потому что самое сложное, наверное, в нашем современном мире – это вот менять подходы, да, как-то вот отходить от шаблонов и стереотипов. И самое важное, что вот инклюзия, о которой так много сегодня говорят, она вот здесь вот происходит на самом деле, потому что с этими детьми работают волонтеры, дети из школ, из нашего хореографического колледжа, наши кадеты. И они тоже по-другому начинают оценивать и свою роль в организации этого мероприятия, и сами понимают, что они участвуют в каком-то большом проекте, и у них тоже меняется сознание. Поэтому это, наверное, проект, который вот всех, кто там вошел в этот проект, выходит уже с какими-то другими чувствами, с другими эмоциями. Ну, выдыхаете все переживания, волнения, и все переживания связаны с тем. Приятная расслабленность. И в голове появляется приятная любовь. У каждого человека, у каждой мамы есть какие-то стрессовые моменты, переживания, да, и мы даем механизмы как раз по преодолению каких-то стрессовых механизмов, да, стрессов, по преодолению переживаний, даем техники, как преодолевать, да, какие-то внутренние барьеры, мотивационные проводим беседы, так, чтобы жить более активно, жизнерадостно, да, и это очень важно. То есть вот сегодня изначально был проведен сеанс релаксации, тоже как раз с более такими позитивными техниками, как раз на мотивацию, на активность, на жизнерадостность. И это тоже очень приятно потом слышать отзывы, что действительно как бы охота что-то делать, да, все проблемы оказываются маленькие, и то, что все решаемое. Это даже где-то помогает им в какой-то момент перезагрузиться, да, и уже по-другому, более свеже, да, и с какими-то уже другими мыслями как бы подходить к данным ситуациям. Гимнастика и что там Внимание! Камера, работаем. Меня зовут Алена Самсудиновна. Мне 6 лет. Откуда ты приехала? Я из деревни приехала. Люблю рисовать, танцевать, играть. Из деревни приехала. Конечно, не знаю. Ну, мы вообще из БХК, из Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуриева. Нам сказали, мы должны приехать с серьезными лицами, потанцевать, мы должны улыбаться, чтобы развеселить детей. У меня была хорошая партнерша, у меня их было 2, Динара и Алия. Они были совершенно нормальные девочки. Наставления нам дали просто вести себя с ними как с нормальными людьми. Ну, они и есть нормальные люди, просто с ограниченными возможностями. И это ничего не меняет. Для нас это важно, как развиваться в разных сферах. Не просто с профессионалами, а надо и с обычными людьми, и с такими же девочками. Для них это очень важно, так как они всегда, считайте, всю свою жизнь сидят дома. И когда они выходят, они немного стесняются, мы приходим для того, чтобы их открыть миру, чтобы принести им какую-то радость, чтобы они почувствовали себя принцессами настоящими.
отзывы у них очень хорошие, потому что они говорят как? Детки же разные здесь. Они говорят, а вот она со мной смело пошла, а со мной еще захотел кто-то пойти. И они по двое, по трое девочек берут. И тоже об этом им было. Их предупредили для того, чтобы они никого не обижали. То есть у них определенный восторг в глазах у наших мальчишек тоже остается. Потому что они в данном случае, знаете, еще как, они не только исполнители. В данном случае они в какой-то мере балетмейстеры. Они должны сочинить какие-то движения, доступные вот для этих детей. У нас есть чему учиться у тех людей, у тех детей, которым выпали определенные жизненные трудности. Они формируют характер, они заставляют гораздо больше и серьезнее к себе относиться. И мы простые, я действительно тому, кто, может быть, не всегда ценит Богом данный дар того, что мы видим, как видим, ходим, как ходим, бегаем, не знаю, говорим. Для нас это не является никакой проблемой, а для кого-то из всего вышеперечисленного что-то является трудностью. И они с этим даже уже рождаются. Вот тогда ты начинаешь по-настоящему ценить. Только тогда, когда ты увидишь рядом человека, который через это переступил, справился с этим, живет с этим и ничем от тебя не отличается. Работать волонтером на бале маленьких принцесс – это в первую очередь помогать детям приезжим, которые приехали к нам на мероприятие, и помогать где-то родителям, если им нужна будет помощь. Конечно же, мы у них спрашиваем, можно ли как-нибудь им помочь, там, довести до палаты детей, например, если они на коляске, или же просто там, за ручку взять и провести. Дальше мы помогаем им до обеда, до ужина, какие-то, может быть, мероприятия. У нас вчера были мероприятия, мы там их помогали, мастер-классы были, катание на лошадях, на собаках. Мы их там сопровождали, как-то тоже пытались за ними наблюдать, потому что родители тоже не могут сопровождать всегда. И ответственность за такое мероприятие большое и за таких детей, конечно же, есть, потому что они с ограниченными возможностями, это в первую очередь. Они еще маленькие, и они это мероприятие заполнят на всю жизнь, и надо как-то показать яркие какие-то эмоции, чтобы они потом вспоминали в будущем и с теплыми словами это все говорили. Ну там где-нибудь того будет. Вместе, да? Идем? Садись, садись. Хорошее настроение, все отметили, да, волонтеры. Сейчас мы едем по улице Софьи Перовской. Обязательно, если приедете в Уфу, летом сходите, посмотрите на фонтан «Семь девушек». Все, скажи, приехали. Вот, да, туда приехали. Я успела сегодня делать сердечко, надеть платье и прийти на бал. Вчера я играла веселю с подружкой, и сегодня я пришла как настоящая королева. Мне больше всего понравилось, как это. Мне нарисовали, еще больше всего понравилось, что мне сделали прическу красивую. Подарили корону. Я с ней буду одевать на бал, например, в школу, когда будут концерты, например, там в школе будут. Я верю, что все принцессы, которые были на балу, всегда до конца жизни останутся принцессой. Веселее!
цель сказки «Летучий корабль», наверное, в том, чтобы добиваться того, чего ты хочешь, несмотря ни на что. Эта сказка похожа на жизнь, потому что, тоже бывают такие ситуации, когда нет возможности получить того, что ты хочешь, и со временем как-то это получается, нужно трудиться. У меня бывают такие моменты, и это случается на танцах, какие-то, допустим, номера поступления, мне что-то не получается, и как-то очень трудно бывает добиться какого-то правильного движения, чтобы это выглядело красиво, но над этим просто надо работать. Добрый день, дорогие наши самые прекрасные, самые милые маленькие принцессы. Мы очень рады вас здесь видеть. Спасибо, что мы сегодня вместе, спасибо, что приехали. Я прежде всего хочу наших родных, любимых маленьких девочек поздравить с 8 марта. Это ваш праздник, и в этот праздник мы все мужчины должны вас поздравлять, обнимать, ухаживать, дарить подарки. Поэтому вот это сегодня мы сделаем. Я восхищаюсь вами всеми здесь находящимися. Я восхищаюсь вашей стойкостью, вашим желанием учиться хорошо, двигаться, быть такой же активной, замечательной, красивой. И сегодня я хотел особые слова сказать, поздравления и благодарности вашим замечательным мамам, которые самые сильные, самые добрые, самые великодушные и самые умные. Спасибо вам, милые наши дорогие мамочки, за то, что вы у нас есть. Это вот новое прибавление в семействе, кому машина. Вот она. Понравилось сегодня? Вот как ей понравилось. Она вчера самая активная была в санатории. Рисовала и танцевала. Идем, Спасибо, будьте здоровы. Из какого района вы? Тоже Силает. Ну ладно, далеко приехали, хорошо доехать вам. Давайте, Байрамына, поздравляем вас и маму, и девочку. Красивый подарок. Мама, подарок. Для нас, как для меценатов, это не просто то, что мы отдаем деньги и на этом наша миссия заканчивается. Мы хотим, чтобы люди, смотря на нас, понимали, что это действительно благое дело. Я понимаю, что, наверное, может быть, неэтично будет сказано, что мы должны это рекламировать, но если мы своим собственным примером не будем людям показывать, что это необходимо делать, и это необходимо делать от чистого сердца, я думаю, что таких своих сторонников мы найдем немного. А если мы будем показывать, что это нужно, что от этого реально счастливы девочки, мальчики, их родители, и в целом это приносит уйму достойных впечатлений, конечно, я тогда думаю, что люди к нам потянутся, и количество меценатов с каждым годом будет все увеличиваться и увеличиваться. Я думаю, что пока у нас вообще существует мир, то помощь нужна будет всегда. От этого никуда не деться. Это устройство мира. Всегда будут люди, которым нужна помощь, но в то же время всегда будут люди, которые могут ее предоставить, которые могут ее дать, которые могут помочь этим людям. Но иногда, может быть, им просто нужно показать какой-то путь, как они могут это сделать. Потому что многие же люди, например, которые пришли к нам в этом году и готовы оказывать помощь, они до этого говорили, но я всегда думала, ну вот я хочу помогать, но я не знаю как, но я не знаю, что сделать, ну что я могу сделать. И вот когда ты человеку это показываешь, то он с радостью соглашается. Я почувствовала, что я как будто принцесса, как Золушка. Вот. Мне очень понравилось. Зеленая роща мне очень понравилась. И здесь очень сильно понравилось. Я считаю себя с мамой принцессами. Принцесса, она прекрасная, красивая, добрая, нежная. И принцесса очень любит детей и животных птичек. Этот бал я запомню, это точно, потому что это не передать словами, какие эмоции я испытывала все эти 2 дня. Не только на балу, вообще от поездки и от такой возможности.
Я, как детский драматург в прошлом и был директором самого детского театра в мире, театра кукол, я всегда говорил, что сказка, она вот если в детстве попадает в тебя, она будет с тобой до конца жизни. И ты всегда будешь там рыцарем, ты будешь там принцессой, ты будешь драконом, ты будешь королем обязательно. И все закончится хорошо. Я сегодня стала прекрасной, настоящей принцессой и буду в жизни всегда принцессой.